Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Почему он молчит, куда он пропал, когда же он откликнется? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моей отсыпочке. Посмотрите на песочек, загадайте на любимого человека, либо на того, кто вам интересен. Так и спросите, почему же ты, мой дорогой любимый, молчишь, куда пропал и когда ты откликнешься. Надеюсь, вы настроились, загадали. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать для вас самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на загаданного вами человека. Куда пропал, чем занимается, когда появится. Так, сразу говорю, когда появится. Тут вышли двойки. Смотрите, через 2 часа, через 2 дня, через 2 недели, 2 месяца, 22 числа, 2 числа. То есть он появится, придет, позвонит, напишет. Вот именно с двоечкой будет связано. Либо через 2 периода времени, либо вот 2 числа. 2 часа, например, тоже может быть. Двоечки идут. Либо 2 часа, либо 22 часа. Понимаете, вот все, что связано с двойкой. Человек проявится, человек появится. Это не потеря навсегда. Еще вы об этом человеке, по крайней мере, узнаете и услышите. Так, куда же он пропал? Ну, я честно скажу, что у человека, скорее всего, сейчас есть другая женщина, на которую он отвлекается. Эта женщина может быть как соперницей, так и может быть, например, членом семьи. То есть мама, сестра, бабушка, тетя, там, родственница. Почему мужчина пропал? Ну, тут какая-то обида у мужчины, как хотите. Он считает, что он вам не нужен. Он считает, что вы выбрали другого, либо вы настроены на другого, либо на другие отношения вы настроены. Он вас в чем-то подозревает. Он, может быть, думает, что вы потеряли к нему интерес, либо вы ждете других отношений, то есть ждете, что за вами кто-то будет, ну, я не знаю, там больше ухаживать, либо больше вам давать, что он, может быть, он для вас там слишком бедный, либо слишком простой, я не знаю, то есть какой-то момент. У него 2 луны к вам идут. 2 луны мне говорят с 2 сторон, да, что какие-то претензии, какие-то вот мысли о том, что вы что-то скрываете, либо ведете себя, на его взгляд, да, как-то недостойно. То есть был какой-то момент, разговор у вас с ним, либо что-то вы ему такое сказали, либо что-то такое сделали, что он воспринял эту информацию, как будто бы он не нужен. Кстати, может быть еще момент, что женщина вмешалась, вот женщина, да, и что-то ему сказала, о вас рассказала, либо какую-то, может быть, вашу тайну, ваш секретик, может, просто набрехала, да, чтобы вас развести, разлучить. Может, подружка ваша ему что-то сказала, а вы об этом ни сном, ни духом. Да? И мужчина думает, что ага, я ей не нужен, я не ее поле, я не ее недостоин, она вся такая продуманная, да, а я простячок, то есть как бы мне с ней не по пути. Да, вот там подружка, например, да, там нашептала ему, сказала, что ей нужен богатый, она смотрит там на состоятельных, а вот ты как гол, как сокол, значит, иди своей дорогой, ты неудачник. И мужчина таки подумал, что да, все-таки да, что-то не так со мной, я этой женщины королевной недостоин. Вот, и он закрылся, он распереживался. И вы знаете, он обиделся, причем так конкретно обиделся. У него к вам было желание с вами встретиться, принести вам подарок, либо цветы. Может быть, вы, кстати, договаривались. Но после такого разговора, после вот таких вот мыслей, очень для него страшных, он просто был разбит, он даже, может быть, какое-то время болел, чувствовал себя очень плохо, что вот женщина ему так отказала, либо женщина, которая ему нравилась, в которую он был влюблен, оказывается, вот такая меркантильная дрянь. Знаете, вот тот и злился, и переживал, и сожалел, и тосковал. То есть все было. Сейчас он, конечно, пытается держаться молодцом, возможно, с другой женщиной общается. Но вот с кем бы он ни общался, с кем бы он ни был, все равно мысли так к вам и возвращаются. Вы его очень зацепили. Я бы даже сказала, что очень конкретно на вас залип. Может быть,
Тут еще момент, что да, соперница могла перебить, какая-нибудь там нашлась прошмандовочка такая, да, и говорит, что я там для вас и в огонь, и в воду, и там и беременность может прикрываться чем угодно, да, могла женщина его себе забрать. Но он там несчастлив. Может быть, он как позарился на интим, да, на сексуальную часть жизни. Но это все проходящее. Теперь у него там и в постели плохо, и в карманах, может быть, там не густо. И женщина оказалась не той, за кого себя выдавала. То есть весь ее вот этот порыв, что типа я вас люблю и все прочее, оказалось, что все пустое, что это все было, ну, хитро спланированное, да, надуманное и продуманное. Так, мои дорогие, здесь, конечно, мужчине сложно. Он сейчас в очень сложных энергетиках. У него, вот видите, все такое начинаний очень много, мыслей очень много. Но он как бы в плену своих фантазий, назовем это так, да, но реализации я у него нигде не вижу. Потому что у него всю реализацию перебивают женщины. Плюс у него еще, вот смотрите, булавка вышла. Булавка говорит о том, что его куда-то вот прям прикололи, да, прикололи к какому-то делу, какой-то ситуации, какой-то семье, либо какие-то обязанности ему там вменили. И он теперь не свободен, он свободно не распоряжается своей жизнью. Почему молчит, я уже сказала, да, он на вас очень сильно обиделся. Вы знаете, он за вами все время следит, он как-то мониторит вашу жизнь, он может за вами вот прям присматриваться. Если вы где-то рядом находитесь, то поверьте, вот прям он знает все о вашей жизни. Где вы, с кем общаетесь, с кем говорите, с кем встречаетесь, кто в вашей постели, кто вокруг вас, все может знать. Если мужчина с вами на расстоянии, то он как-то тоже вот исхитряется и следит за вами. То есть для него очень важно знать, где вы и чем вы занимаетесь, кто с вами рядом. Вот он себе думает, если она попадет там в неприятность, то я сразу прибегу и помогу. То есть вот этот порыв у него есть. Вот она спросит, а где ты была? Я ей скажу, а ты сама виновата, да, ты меня обидела, я же для тебя недостаточно хорош. Вот у него такой еще момент, что да, вот я ей выскажу, все-таки в лицо я ей выскажу, что вот она меня где-то обидела, отшила. Смотрите, если это ваш муж, который загулял, то же самое, да, человек вот почему-то ушел от вас обиженным, что вы что-то не поняли, что-то, может быть, он хотел вам сказать, либо о чем-то договориться, а вы вот прям в штыки его, да, и он на вас все равно обиделся, даже если сам виноват. Вот идет именно обиженный человек. Обязательно появится. Появится — это дело времени. Я вам сказала, да, вот у него появление, оно идет через 2 периода. Может быть 2 часа, может быть 2 дня, может быть 2 недели, 2 месяца. 2 числа, 22 числа, может быть в 2 часа ночи, да, может заявиться, почему нет, и либо в 22 часа. То есть, понимаете, все вот у него как-то на двойке, либо с двойками связано момент его возвращения, появления. Возвращение не будет триумфальным, скорее это будет какой-то странный, побитый случай, либо он придет по какой-то нужде, что вот скажет, там документы какие-то нужны, еще что-то мне нужно, либо человек придет типа а-ля спаситель, вот что-то будет вам помогать, и типа вот я пришел тебе помочь, принимай меня, принимай мою помощь. Ну, вы вот знаете, как-то вот я вижу, что вы станете руки в боки и скажете, ну что приперся, да, где пропадал, где гулял, объясниться не хочешь? А он же на вас обижен, но он же еще со своим гонором. То есть, возможно, даже, что вы еще немножечко и поспорите с ним в тот момент. Но если вы себя сдержите, если вы, например, не будете на него злиться, наоборот, там, кинетесь ему в объятия, скажете, ой, милый, дорогой, как же долго тебя не было, как я соскучилась, как ты мне нужен, как я тебя там люблю, ценю и прочее, прочее, то мужчина сразу же растает. Вот прям в ту же минуту растает. Конечно, он будет вести себя немножечко, скажет, как же так, вот твоя подруга сказала, что я тебе не нужен, либо ты там меня словом обидела. Ну, я вижу, что это какое-то недоразумение, это все может проясниться. Будете ли вы с этим человеком вместе? Ну, здесь, честно говорю, 50 на 50. Смотрите, тут картинка такая двойная. Либо вы сходитесь по одной общей дорожке, либо вы уже навсегда расходитесь, потому что, смотрите, он закрытый, и вы, получается, тоже барьер выстраиваете, закрываете. Может быть даже такая ситуация, что к моменту, пока он созреет, к вам придет, с вами уже будет совершенно другой человек рядом. И совершенно другой человек будет смыслом участия в вашей жизни. Вот этот обиженный, ну, понимаете, он какой-то сложный, у него слишком много в голове каких-то обид и претензий. Обидеться на любимую женщину, но это глупо и тупо, да? Даже если она и виновата.
Тут как бы я не вижу особой вашей вины. Либо вы сказали то, что действительно думали, и он из-за своих каких-то комплексов прямо разобиделся. Либо если вас кто-то оболгал, то это вообще просто маразм, да, доверять чужому человеку, но не доверять любимой женщине. Человек непростой, и отношения с таким человеком простыми никогда не будут. Если вы женщина такая, знаете, вот ледяная дева, очень холодная, очень рассудительная, очень прагматичная, ну, вы скрутите этого баранчика запросто, сделайте его ручным таким вот, ну, козликом, да, из баранчика в козлика превратите, причем ручного. Но опять же таки, это дело вкуса и дело желания. Другие же девочки более помягче, более поспокойнее, просто не захотят ну, мириться с такой несправедливостью и не захотят бодаться с этим человеком. У вас, кстати, вот другой человек может быть, видите? Вот этот момент я у вас вижу. Этот человек, он еще в своей жизни очень много должен пройти, очень много должен испытать. Его метаморфозы, они впереди. Он поменяется, он станет другим. Но со временем. Готовы ли вы ждать? Ну, каждая пусть ответит сама себе на этот вопрос. Я лично никаких советов давать по этой ситуации не буду. Потому что, в принципе, человек неплохой, да, замороченный. Но и вы тоже вот какая-то идете непростая. Вот честно. Конечно, это не тема. Мы не разбираем вашу личность. Но, тем не менее, я вижу, что вы тоже очень непростая девушка. Подумайте несколько раз, нужны ли вам все эти заморочки, нужны ли вам эти все проблемы. После этого делайте правильный выбор. И я вам говорю, что человек появится, у вас будет возможность с этим человеком либо сойтись, либо разойтись. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.